Угрозы Талибан или конфликт с Кыргызстаном? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в чем причина сближения Душанбе с Тегераном. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Иран с первым за 9 лет официальным визитом. 30 мая по итогам переговоров двух стран в Тегеране подписано 16 новых документов о сотрудничестве. Иранские СМИ пишут, что цель визита главы Таджикистана – это улучшение и расширение отношений с Ираном. Эмомали Рахмон вечером 29 мая прибыл с официальным визитом в Тегеран. В понедельник глава Таджикистана провел встречу с духовным лидером Ирана Аятуллой Саидом Али Хаманеи, со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и другими руководителями Ирана. Последний раз президент Рахмон находился с рабочим визитом в Тегеране в августе 2013 года для участия в церемонии инаугурации уже бывшего президента Ирана Хасана Рухани. Спустя 2 года отношения между Душанбе и Тегераном расстроились из-за визита лидера партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабирия в Тегеран, где он встретился с духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаминеи. В Душанбе это расценили как поддержку оппозиции и обвинили Тегеран в причастности к попытке государственного переворота, с которой связали Кабири, в гражданской войне, финансировании оппозиции и других злодеяниях. Тегеран отверг обвинения и в ответ потребовал вернуть активы арестованного иранского миллиардера Бабака Занджани, который владел имуществом в Таджикистане. На родине его обвинили в присвоении миллиардов долларов Министерства нефти. Следствие выяснило, что Занджани хранил почти 2,5 миллиарда долларов в Нацбанке Таджикистана. Душанбе категорически отрицал причастность к этим деньгам. Потепление отношений между Душанбе и Тегераном, по мнению экспертов, прежде всего связано с непредсказуемой ситуацией в соседнем Афганистане. Афганистан угрожает и Таджикистану, и Ирану. Однако есть и другой вопрос. Это конфликт Таджикистана с Кыргызстаном. Хотим мы того или нет, это оказывает влияние на решение властей. Тем более, что Кыргызстан усиленно вооружается с помощью тюркоязычных стран, в том числе Турции. Таджикистан в нынешней ситуации не может полагаться на помощь Москвы, которая и раньше отказывалась вмешиваться в конфликт между Душанбе и Бишкеком. В сложившейся ситуации Иран остается единственной страной, которая может заступиться за Таджикистан, говорит таджикский аналитик Абдумалик Кадыров. А как вы относитесь к такому мнению? Как вы думаете, почему это все происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако близкие к таджикским властям эксперты считают, что лед недоверия в отношении между Душанбе и Тегераном давно уже растаял. Сближение Таджикистана с Ираном не связано ни с угрозой с юга и ни с поиском нового союзника, считает бывший первый замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров. Многовековое сотрудничество между странами прошло испытание временем. У нас никогда не было и нет и не будет проблем с народом Ирана. Иран – это первая зарубежная страна, которая признала государственную независимость Таджикистана после распада СССР в декабре 1991 года. Таджикистан и Иран объединяют общий язык, культура и история. Иран до 2015 года был одним из основных партнеров и инвесторов Таджикистана наряду с Россией и КНР. Тегеран выделил $220 миллионов Таджикистану для строительства тоннеля Истиклол и ГЭС Санктуда-2. Однако в 2015 году на фоне взаимных обвинений Таджикистан приостановил импорт практически всех видов товаров из Ирана. Все иранские компании вынуждены были покинуть рынок Таджикистана. Летом 2019 года в отношениях между странами вдруг вновь наступило неожиданное потепление, в основном, по словам экспертов, благодаря изменившейся позиции Душанбе. Так, 1 июня в Тегеране глава МИД Таджикистана Сираджидин Мухридин встретился с тогдашним президентом Ирана Хасаном Роухани и своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Это была первая дипломатическая встреча за последние годы, прошедшая в дружелюбных тонах, отмечают эксперты. В 2019 году Тегеран и Душанбе подписал протокол о сотрудничестве в сфере безопасности, в котором четко обозначены рамки и правила игры. Эти рамки и правила впредь будут строго соблюдены, считает таджикский политолог Касим Бекмухамад. В то же время, по словам эксперта, с ослаблением позиций России в мировой политике у Тегерана имеются все шансы укрепить свое влияние в регионе и прежде всего в Таджикистане. 30 мая по итогам переговоров в Тегеране, как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в присутствии Эмомали Рахмона и Ибрагима Раиси было подписано 16 новых документов о сотрудничестве, в том числе долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном на 2022-2030 годы. Как вы относитесь к такой ситуации, к такому сближению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.